чем слабее страна, тем легче ее, там, допустим, Конго или еще что-то, им гораздо легче подмять. Конечно, конечно. Но это Киргизию им достаточно легко подмять, а вот, допустим, Казахстан нет. Я вот был вот в Нур-Султане осенью. Да. И там очень интересная вещь. Опять-таки, меня интересовал китайский вопрос. Я говорю, где у вас Чайна Тауэр? Ну, потому что в любом городе, где массово присутствуют китайцы, есть Чайна Тауэр, да, конечно. Они говорят, а у нас его нет. Китайцы боятся. Китайцы боятся строить Чайна Тауэр. То есть китайцы есть, а вот Чайна Тауэра у них нет. Надо, я думаю, говорить вообще глобально. Дело в том, что Китай принял проект, который называется... Один пояс, один путь. Один пояс, один путь, да, совершенно верно. Внешне вроде бы такой, носящий такой миротворческий как бы характер помощи как бы людям, развивающимся странам, когда той или иной стране предоставляются огромные кредиты. Китай уже потратил на этот проект сотни миллиардов долларов. Но это только на первый взгляд, на первый момент как бы о нарастающей китайской экспансии по всему миру, когда вот так называемые выдаются непрозрачные кредиты, и сторона, которая оказывается не в состоянии эти кредиты возвращать, в результате оказывается подчиненной Китаю. И таким образом достигается вот всеобщий охват этот китайской экспансии, которая идет уже в очень многие страны мира, и не только в страны Средней Азии, но и как бы она доходит и простирает свои щупальца и дальше, касается в этом отношении Израиля, потому что есть большие опасения, что Китай пытается теперь быть ключевым игроком и на Ближнем Востоке тоже. И Китай же простирает свои щупальца и в Казахстан, и в Киргизию, и на Дальний Восток. Идет вот такая тихая ползучая китайская экспансия. И, как я уже говорил, берутся как бы за основу некие инфраструктурные проекты. Будь то дороги, порты, какие-то, так сказать, города, которые требуют реорганизации, реконструкции и так далее. Под этим предлогом вбрасывается огромное количество денег, которые вот те города, страны и так далее не в состоянии вернуть.